прекрасным утром, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Сегодня на календаре 16 сентября, среда. И давайте вместе встанем и улыбнемся этому новому дню. А мы с голубых экранов спешим поздравить наших коллег, команду проекта «Отмороженное» с призом зрительских симпатий премии «Звезда под рюкзаком». Напоминаем, что «Отмороженное» – это тревел-шоу о путешествиях по Якутии. Не так давно автор и ведущая Екатерина Карпухина выходила к нам в эфир и рассказала, что за 4 года они успели побывать и на юге республики, и в самых северных ее районах. И никакой цивилизации, только снег и оленья упряжка. Якутскую этнодраму «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова показали на основном конкурсе российского кинофестиваля «Кинотавр», передает телеканал «Якутия-24». Сценарий был написан еще в 2018-м, съемки прошли в конце октября прошлого года в Амгинском Улусе. На конкурс полнометражных картин кинофестиваля подали 78 заявок, из которых отобрали 13 лучших. В основном конкурсе предусмотрено 9 наград, включая премии для операторов, сценаристов и композиторов. Оглашение победителей конкурса состоится уже послезавтра, 18 сентября. Ждем с нетерпением результатов, скрестив пальцы. А вот такие хорошие новости, а прямо сейчас прогноз погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах сегодня в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 2-5 градусов. Днем потеплеет до 14 градусов. В Заречье в 6 часов утра плюс 3, плюс 5, днем до 13 градусов тепла. В южных улусах утром плюс 3, плюс 8, днем до 11 градусов. В Нижнеленских улусах утром плюс 3 градуса, днем плюс 11-13. В западных улусах утром плюс 3, плюс 7, днем до 16 градусов выше 0. В Колымо-Индигирской группе улусов утром плюс 2, плюс 6, днем плюс 5, плюс 7. В Янских улусах в 6 утра плюс 2, плюс 5, днем плюс 6, плюс 9. В северо-западных утром плюс 4, плюс 7, днем до 10 градусов тепла. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 3 градуса тепла. Атмосферное давление 752 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается плюс 14-16 градусов. Пожалуй, это самая теплая осень в моей памяти, поэтому призываю вас всех насладиться теплыми днями, коими нас балует погода. Не отказывайте себе в пеших прогулках, выездах на природу. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и для вас работает наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Отправляйте свои приветы, поздравления, утренние пожелания. А мы продолжаем наш эфир. Ежегодно Минэкономразвития страны проводит конкурс «Лучший многофункциональный центр России». Центр «Мои документы Якутии» является постоянным участником конкурса и вот уже на протяжении 5 лет подряд сохраняет звание «Лучший МФЦ России». Центр «Мои документы» одержал победу в номинации «Лучший проект МФЦ» с проектом по организации бесплатной юридической помощи для социально незащищенных категорий граждан на базе Центра «Право на помощь». Об этом подробнее нам расскажет куратор проекта Людмила Масина, заместитель начальника отдела правовой экспертизы и оказания бесплатной юридической помощи Центра «Мои документы». Людмила, доброе утро. Доброе утро, Мария. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея внедрения данного проекта и в чем ее уникальность? Ну, если вернуться к истокам проекта, а это без малого начала 2011 года, то через призму времени сейчас можно сделать какое-то сравнение, да, и увидеть, что если ранее доступ к законодательству был существенно ограничен, то на сегодняшний день огромный пласт информации в открытом доступе, да, для людей. Ну, казалось бы, бери и пользуйся этой информацией, но
опять-таки мы отмечаем, что такая доступность создает не удобства, а некоторые барьеры, потому что людям приходится а, иметь в наличии определенные навыки, уметь владеть, пользоваться этой информацией для того, чтобы в случае необходимости защитить свои нарушенные права и законные интересы. Уникальность нашего проекта заключается в том, что благодаря автоматизации процесса, а мы работаем в специально автоматизированной информационной системе, и подключению к приему граждан наших коллег в районных подразделениях, доступ к бесплатной юридической помощи и вообще к услугам юриста имеют практически все жители нашей республики, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Мгм. Сколько человек получили за это время вот, оказание услуги именно вот этого проекта? Сам проект, начало его было положено в 2013 году, потому что в 2011 году услуги юристов оказывали наши штатные сотрудники. Мы готовили процессуальные документы и наблюдали колоссальный спрос на то, чтобы разъяснить как результаты государственных муниципальных услуг, которые получали люди, да, так и иные жизненные ситуации, которые сопряжены с разрешением, с необходимостью разрешения, вернее, правовых вопросов. И в 2013 году на базе центра «Мои документы», тогда еще в старом бренде, да, был реализован пилотный проект. Он был посвящен году развития села, и как раз-таки с 1 июля 2013 года по сегодняшний день нами обслужено более 40 тысяч обращений именно по бесплатной юрпомощи. Если говорить о судебных, а мы представляем интересы в суде тоже, то около 83% это те дела, которые разрешились в пользу людей. Мгм. Как думаете, в чем секрет победы? Секрет победы? Мгм. Вопрос интересный, конечно. Но когда ты помогаешь определенному человеку разрешить его проблему, то возникает даже не чувство гордости и радости, да, а такое более тонкое, другое чувство, ощущение полноты своего дела и от того, что это приносит определенную ценность не только тебе как специалисту, но и нашим клиентам, заявителям, пользователям услуг. Людмила, давайте еще раз напомним, как можно получить эту услугу, помощь, куда нужно обращаться. Бесплатная юрпомощь оказывается во всех районных подразделениях Центра «Мои документы». Личный прием юриста ведется в городе Нерюнгри и в городе Якутске, в нашем головном офисе на Амусова, 18. Кроме того, наши заявители могут позвонить нам по телефону горячей линии в будние дни 50 60 15. Запишите, пожалуйста. А также на сайте МФЦ есть вкладка «Электронная консультация юридическая». Туда тоже можно направить запрос, и ответ человек получит на свою онлайн-почту. Отлично. Спасибо большое, Людмила, за эту информацию, которую нам рассказали, за то, что вы работаете так качественно и во благо нашего населения, и продолжаете в том же духе. Мы еще раз поздравляем вас с победой. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. А мы продолжаем наш эфир. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Особенно после выездов на природу. Пожалуйста, убирайте за собой. Если каждый будет ответственнее относиться к нашей природе, то у нас с вами есть шанс сохранить ее для наших детей. В эту субботу, 19 сентября, состоится первая уборка точек мусора, отмеченных на карте свалка.ukt.ru. Организаторы приглашают горожан присоединиться к уборке. Напомним, что в начале сентября активисты движения «Раздельный сбор в РСЯ» объявили о начале программы «Мусор.нет 2.0». В ее рамках была создана цифровая карта мусора рядом с Якутском. Всего за 2 недели на карте была собрана информация о 73 несанкционированных свалках, 21 точке мусора после пикников и 18 местах с другими видами отходов. Сбор информации продолжается. Направить фотографии и данные GPS координат можно по WhatsApp по номеру
8 914 278 70 52. 19 сентября неравнодушные горожане, объединившись в одну команду, очистят несколько точек от мусора, оставшегося после пикников. Присоединиться к уборке могут все желающие индивидуально, семьей или организованной группой. Заявки на участие принимаются по почте ps@ukt.ru. В ней нужно указать имя, номер телефона и наличие или отсутствие автомобиля. В теме письма написать «волонтер». Для добровольцев будет организован проезд на автобусах до места уборок и обратно. Сбор участников в 12 часов на площади Дружбы. Участников снабдят необходимым инвентарем, масками, перчатками, мусорными мешками. Организаторы просят одеться по погоде, взять с собой термосы с горячим чаем и активный настрой. Как говорится, готовь сани летом, а к поступлению в учебное заведение уже сейчас. О довузовской подготовке нам расскажет наша утренняя гостья Евгения Андреевна Шеломова, специалист по учебно-методической работе ФДОП Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Давайте расскажем, когда же лучше начать подготовку к вузу и какие у вас есть программы. Так, ну, изначально хорошо было бы, если ребенок уже определился, да? Если определяется, то уже выбирает свои предметы, которые необходимы для поступления в вуз, да? И уже начиная, некоторые дети с 9 класса уже определяются, да? И начиная с 9 класса они уже начинают готовиться к ЕГЭ. После этого они могут уже готовиться к нам поступлению именно по школе Олимпиад, да, потому что у нас проходят олимпиады различные, да, которые входят в перечень Министерства образования, и они могут там подготовиться, да, и поступить, и подготовиться к олимпиадам. У нас есть школа олимпиад с 8 по 11 класс по выбранным предметам. А если ребенок не поступил, да, в этом году, ну, то есть в учебном году, то у нас есть подготовительное отделение. Это для выпускников прошлых лет? Да, да, это для выпускников прошлых лет, и они могут у нас учиться в 2 потока. У нас сейчас нынче идет набор на 1 поток, который будет начинаться с 5 октября. И 2 поток у нас учится с января по июнь. По полгода у нас есть 2 потока обучения. И 3 формы обучения. Это очное обучение с использованием дистанционных технологий и заочное обучение. А вот эта вот подготовка, она предполагает вот погружение в среду студенческую, да, как-то они уже готовятся там сдавать сессию? Да, у нас бальная рейтинговая система есть, они сдают аттестацию, 2 аттестации у нас есть, да, на подготовительном отделении, и 2 зачетных недели есть, зачеты тоже сдают. И при окончании они получают, если успешно оканчивают у нас на подготовительное отделение, также на подготовительных курсах, да, они получают у нас свидетельство об обучении, которое дает дополнительные баллы при поступлении в СУФУ. 3 балла это. То есть для своих делается, да. Вот какая. И еще, если они поступают к нам на платное обучение, то у них рассматривается скидка. Вот, при наличии свидетельства. Ага. А для того, чтобы поступить, надо какие-то вот испытания пройти или просто по желанию записаться? По желанию надо записаться. Сейчас, к сожалению, мы набираем только электронно, поэтому надо зайти к нам на сайт fdop.svfu.ru, да, ознакомиться и отправить документы. Перечень документов там есть, документы на электронную почту. Давайте напомним, сейчас наверняка нас смотрят и родители, да, и выпускники. Какие документы же нужно подготовить? Ну, это самый главный документ у нас на подготовительное отделение. Это аттестат. Либо ребенок, если не получил аттестат, то справка об обучении, то, что он закончил 11 класс. Также справка о состоянии здоровья, но сейчас в связи с тем, что поликлиники пока закрыты, мы строго не требуем, если это потом могут донести. Также все необходимые документы, это паспорт, СНИЛС, ИНН, то это уже сканированные варианты. А вы сказали, несколько форм обучения, и онлайн, и офлайн. Да? Если ребенок с УЛУСа, предоставляется ли ему общежитие там?
Общежитие у нас есть, но, к сожалению, выделяет нам очень мало мест, но мы стараемся заселить всех нуждающихся. Мгм. А сейчас вот вы уже начали свою работу или сейчас пока набираете? Сейчас идет набор. Мгм. Обучение будет у нас с 5 октября. Мгм. Сейчас у нас учатся на подготовительном отделении с 10 сентября иностранные граждане. У нас тоже есть подготовка для иностранных граждан. Ага. Сейчас у нас человек где-то 7-8 уже учатся в дистанционной форме Мгм. через Zoom. Мгм. А по каким, сколько направлений у вас подготовки? Там, гуманитарные, технические, их у же нас, наверняка да, по-разному надо У готовить. нас 5 профилей. Мгм. Ребята выбирают свои предметы внутри профиля. То есть, если вы хотите стать врачом, то вам необходимо сдать химию, биологию, русский язык. Да? То это у нас будет медико-биологический профиль. У нас 5 профилей. Это технический, медико-биологический, гуманитарный, общеобразовательный. Мгм. Ну и напоследок ваши пожелания тем, кто хочет попасть к нам на эту довузовскую подготовку, родителям наверняка, которые готовятся стать мамами, папами студентов. Мгм. Я бы хотела пожелать, самое главное в жизни – это выбор профессии, да, определиться. Если даже вы не определились с выбором профессии, вы можете к нам обращаться. Да. У нас есть на подготовительном отделении предмет «Основу профессионального самоопределения», где можете выбрать свой профиль. Да. Если даже бывает так, что просто так, исходя из того, что у них хорошие баллы по предметам, они выбирают свои предметы, да, то они могут поменять свой профиль. Поэтому самое главное определиться и обратиться к нам. Спасибо большое, Екатерина. Очень полезная информация. Наверняка многие воспользуются. Желаем вам хорошей работы и удачного дня. Спасибо вам также. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. А вы помните, сколько падежей в русском языке? И как звали возлюбленного Анны Карениной? С началом учебного года возобновляет работу и наша любимая школьная рубрика. Если у вас есть интересные вопросы, которые хотели бы озвучить в рубрике, тоже пишите нам. А пока посмотрим, как же ответили наши горожане. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Какому событию посвящены эти строки? Когда Кутузов Москву сжег. Наполеонская битва. О войне 1812 года. Отечественная война 1812 года. А именно вот там, вот в Отечественной войне, что там было? Бородинская битва, Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва... Спаленная пожаром. Лермонтов, так? Ага. А какому событию это посвящено? Ну, войне. Бородино. Я в истории плохо. 7 умножить на 9 сколько будет? 63. 64. 7 на 9. 63. 63. 7 умножить на 9, 63. 63. 7 на 9? Ну так, 7 на 7, 49, 58. 7 на 9. Так, 7 на 7, 49. 7 на 9, 56, по-моему. 54. И какой урок у вас предмет лучше всего дается в школе? По-моему, биология у меня хорошо. Так, у меня по биологии вопрос следующий. Что больше, инфузория туфелька или амеба? Инфузория туфелька, потому что она многоклеточная почти что. Амеба? Наверное, амеба. Амеба? Нет? Больше? Это точно не могу. Только опять наугад. Ну, наугад. Туфелька. На каком материке находится такая страна, как Кот-д'Ивуар? Материк не помню, но это ближе к Латинской Америке идет. Евразия. Вот это я не знаю. Вот. Первый раз слышу. Как вы думаете, страны с таким названием где могут находиться?
Испания. Нет. В Африке? Как звали возлюбленного Анны Карениной? О, Анна Каренина. Нет, я не помню. Которая под поезд бросилась, да? Ну, точно не помню уже. Онегин. Я Безухов, потом кто там еще? Это произведение 10 класса. Я еще не читала. Вронский, да? Еще раз добрым утром, дорогие телезрители. Вы смотрите новый день на канале НВК Саха, и мы продолжаем наш эфир. Еще один вопрос, который волнует многих родителей, это речь наших детей. Приходит время, когда милый лепет нужно исправлять. Какие упражнения же можно делать в домашних условиях, чтобы все звуки были на своем месте? Нам расскажет Юлия Решетникова, учитель-логопед, нейрологопед. С добрым утром, Юлия. Доброе утро. Расскажите, вот какие самые частые проблемы с произношением у детей бывают, с какими проблемами приходят, и какие звуки чаще всего нуждаются в исправлении? Если мы возьмем детей старшего дошкольного возраста, либо младшего школьного возраста, то их в основном беспокоит проблема отсутствия звуков, либо их замены. И самые распространенные звуки это шипящие, свистящие и сонорные, то есть р, л. Ну, наверняка многие это слышали, что дети их путают или даже вот не произносят. Давайте вот на букву Ш начнем, да? Какие же упражнения можно Да, делать? мы начнем с самых распространенных. Есть несколько способов вообще постановки звуков, но перед самой постановкой надо подготовить наш язык. Скажем, артикуляционный аппарат постановки звуков. Это нужно делать обязательно артикуляционную гимнастику. Все, наверное, знают, как ее делать. И только после этого, после того, как мы Так, что-то у нас проблемы со связью, технические проблемы. Сейчас наши режиссеры еще раз попробуют связаться с Юлией. Юля? Так. Юля, Ага. А мы пока прочитаем поздравления. Поздравляем с новым днем всех наших телезрителей и любимый канал НВК. Желают нам наши телезрители. Время самых теплых объятий, самых уютных вечеров и самых душевных слов. Не могу не согласиться. Так, связь с Юлией восстановлена. Давайте продолжим наше упражнение. Так, значит, несколько способов постановки имеется. Это по подражанию, то есть попросить ребенка просто за вами повторить. А следующий способ это от звука «с». Обычно дети очень часто заменяют звук «ш» звуком «с». При этом мы, значит, берем любую ложечку какую-нибудь, либо ватную палочку, и когда ребенок произносит звук «с», приподнимаем язык вот так вверх. Тогда у нас получается звук «ш». Либо, если ребенок уже взрослый, то есть от 5-6 лет, мы можем ему просто сказать: приподними язычок вверх. И уже получается звук «ш». Потом поставить можно за одно занятие, за одно-два занятия. Самый долгий процесс это автоматизация звука, то есть внедрение его в речь. Таким же образом мы ставим звук «ж», но только от звука «з». То есть ребенок произносит «з», и мы приподнимаем кончик языка вверх. Ж. Ж. Ага. Да. Так. Следующий очень распространенный звук, про который родители очень часто спрашивают, это звук «р». Ага. Да, мы Так, очень для этого нам часто понадобится- слышим, как «р» не выговаривают. Да. Его либо заменяют на «х», на «л», на «е». Но Первое когда это ребенок маленький, это мило, а когда вот постарше, то уже это проблема, да? Ну да, потом они сами начинают стесняться. Давайте.
Как же исправить нам букву «Р»? «Д». Здесь я предпочитаю, да, первый способ от звука «Д», здесь я предпочитаю, когда ребенок лежит. Когда он лежит, то язычок поднимается вверх. Автоматически произносим звук «Д», и видите, проводим ватной палочкой под кончиком языка. Произносим «Д». И у нас получается такой звук, похожий на др-др-др-др-др. Вот и все. И выполняем данное упражнение до тех пор, пока ребенок самостоятельно не научится произносить др. То есть язык должен привыкнуть. Мы учим кончик языка вибрировать. Вот как, оказывается, очень Так, интересно. Есть еще один способ, но я его предпочитаю давать деткам школьного возраста, потому что малыши не справляются. Приподнимаем язычок вверх и дуем на кончик языка. Сейчас сильно. Вот какие И интересные сразу- упражнения, оказывается. Юлия, спасибо большое. Вот, я думаю, самое главное, чтобы родители занимались со своими детьми, и тогда все получится, да? Да, конечно. Спасибо большое. Да, Желаем всем вам успехов. удачного дня. Юлия уже убегает в школу к своим детям, к своим ученикам. Желаем вам хорошего рабочего дня. И на этом наш эфир подходит к концу. Я передаю далее слово своим коллегам из якутского блока. Желаем вам хорошего, удачного, плодотворного дня, середина недели, среда, так что у нас еще есть много времени для больших, великих дел. Так что всем вперед, главное, улыбнитесь новому дню. Всем удачи!